Всем добрый день, с вами Зада. Сегодня будем готовить домашние роллы. Готовятся они легко и просто, а получаются очень вкусными. Итак, приступим. Для начала подготовим все ингредиенты. Рис промоем несколько раз под проточной водой, зальем водой и поставим на огонь. Солить его не надо. Сначала огонь будет сильный, чтобы дать закипеть рису. Как закипит, убавляем огонь и варим до готовности. Дальше берем крабовые палочки. У меня тут одна пачка, 240 грамм, и мне этого хватило. Вот так вот разделяем на волокна руками. Но если вы хотите вилочкой, можете любым способом вот так вот подготовить крабовые палочки. Только ножом резать не надо, вот только на волокна разделяем. Все, крабовые палочки наши готовы. Высыпаем в глубокую миску наши крабовые палочки. Дальше берем сыр, любой, можно творожный, можно сливочный, какой есть дома. И ложим 3 полные ложки столовые. Дальше, вот видите, как на видео, будет вкусно. Дальше берем 3 ложки майонеза, не сильно полные, так, по столовой ложке. И тщательно перемешиваем. Все, солить, перчить не надо. Первая начинка у нас готова. Приступим ко второй начинке. Для второй начинки берем икру. Называется она, вот такая вот в баночке, называется она копченая икра мойвы в соусе майонезном. А вы уже берите, что есть у вас в магазинах. Дальше добавляем сыр моцареллу, которая для пиццы предназначена, и 3 ложечки майонеза, тоже без горки. Все тщательно перемешиваем. Тут солить и перчить не надо. Вторая начинка наша готова. Рис у нас сварился. Теперь, вот смотрите, мы заливаем заливкой из рисового уксуса, соли и сахара. Подробно весь рецепт будет в описании. Читайте, пожалуйста, в описании под видео. Дальше берем форму, смазываем сливочным маслом и распределяем весь рис вот так вот равномерно и плотно ложечкой утрамбовывая. Вот, распределили рис, выкладываем первую начинку, которая с крабовыми палочками. Вот так. Тщательно распределяем равномерно. И дальше выкладываем третью начинку из икры. И тоже точно так же распределяем равномерно. Духовка у нас уже разогрета до 180 градусов. И ставим в духовку. Уже ориентируйтесь по своей духовке, сколько минут вы будете держать. Минут 30-35 достаточно, чтобы сверху шапочка вот такая румяная стала. Дальше даем остыть вот именно в этой форме. Тогда она не будет крошиться, когда будете нарезать на порционные кусочки. Украшаете по желанию. Попробуйте приготовить по моему рецепту. Это очень вкусно. И всем приятного аппетита!